Кабинет министров провел последнюю в этом году сессию, рассмотрев 37 вопросов, в числе которых повышение выплат по рождению детей в абхазских семьях, стоимость государственных бланков, квот на вылов хамсы и целевой сельскохозяйственной программы. Также министры подвели итоги года. В 2024 году за рождение первого, второго и третьего ребенка абхазской национальности будут выплачивать 100 тысяч рублей, а за четвертого и последующих – 200 тысяч рублей. В 2023 году за второго ребенка выплачивали 50 тысяч рублей. Также решением Кабмина повысили стоимость государственных бланков. В последний раз повышение было в 2015 году, поэтому нынешний рост выглядит существенным. Увеличение стоимости, допустим, свидетельства о заключении брака со 100 рублей до 1000 рублей, о расторжении брака со 120 рублей до 2500 рублей, перемена фамилии, имени, отчества, национальности с 60 рублей до 1000 рублей, загранпаспорт, паспорт гражданина Республики Абхазия с 500 рублей до 1000 рублей, вид на жительство с 600 рублей до 1500 рублей. Значит, паспорт транспортного средства с 400 до 1000 рублей, замену утерянного с 1000 до 1500 рублей, свидетельство о регистрации транспортного средства до 1500 рублей повышается, значит, справка, счет с 400 до 500 рублей, значит, вот в таком порядке стоимость бланков и увеличивается. Свидетельство о постановке на учет с 300 до 1000 рублей, значит, и ламинат там с 50 рублей до 150. Вот в таком порядке Министерством финансов данные средства предполагается зачислять в размере 100% доход Республики Абхазия. Данные ведомства финансируются за счет средств именно республиканского бюджета. И стоимость бланков, за стоимость бланков доходы также будут зачисляться в доход Республики Абхазия через кредитные учреждения. То есть мы давно уже уходим от практики, когда средства берутся на местах. Нужно оплатить госпошлину и прийти с квитанцией об уплате госпошлины. Еще из повышений – это рост затрат на краткосрочную целевую программу развития сельского хозяйства в 2024 году. На 50 миллионов больше в будущем году выделили для помощи абхазским подсобным хозяйствам. Теперь эта сумма составляет 150 миллионов рублей. Но, как говорит глава Минсельхоза Беслан Джоупо, чтобы помочь всем, кто подал проект, будет тщательно отбирать специальная комиссия. На сегодняшний день, даже когда я вот шел на совещание, на заседание, около 70 проектов, которые за 2 дня накопилось, пришлось резолюцию сделать и отправить по отделам. То есть большое количество, это более 450 проектов на сумму 200 с лишним миллионов рублей сегодня находится на 2024 год в разработке. Мы будем отбирать, заниматься. Вот комиссия будет создана в начале года, и этот проект будет продолжаться. Кабинет министров одобрил представление президенту предложения о заключении протокола о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Абхазии. В частности, протокол предусматривает утверждение предельных значений размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений на 2024 год, предельных значений численности работников по каждой основной категории работников госучреждений для финансирования, а также средних заработных плат основных категорий работников госучреждений. Уважаемые коллеги, как вы знаете, в рамках государственной программы развития на 2022-2025 год были утверждены целевые значения достижения индикаторов программы. И, соответственно, в рамках межправсоглашения о софинансировании российской стороной ряда мероприятий предлагается утвердить данные показатели для того, чтобы у Министерства финансов были, соответственно, основания обеспечивать исполнение указанных обязательств. Также Кристина Узган рассказала о том, как обстояли дела в последние 11 месяцев с потреблением электроэнергии и уплатой за нее. По словам министра, потребление света сократилось, собираемость увеличилась, но тем не менее неуплата за электричество составляет все же более миллиарда рублей. Значит, у нас объем потребления электроэнергии, как мы ранее информировали, снизился на 312 миллионов киловатт-часов по отношению к 2022 году. Значит, на данный момент общее количество приборов учета установленных составляет 22 238. И объем выручки от платежей за потребленную электроэнергию превысил 928 миллионов рублей. Для информации, в 2022 году в этот же период объем выручки составлял 552 миллиона рублей.
По итогам 11 месяцев население Абхазии, пользователи не заплатили 1 миллиард 302 миллиона рублей. За потребленную электроэнергию. В ходе заседания Кабинета министров Кристина Узган прокомментировала ситуацию, сложившуюся на топливном рынке Абхазии. Постановление правительства Российской Федерации определяют, что любой поставщик Республики Абхазия может и имеет право приобрести нефтепродукты в рамках установленной ежегодно квоты непосредственно у компании ПАО НК «Роснефть». Объемы нефтепродуктов, которые могут приобретаться не у компании ПАО НК «Роснефть», соответственно, будут облагаться таможенной пошлиной действующей ставки $7 США. И данное обстоятельство, конечно, спровоцировало определенный ажиотаж на топливном рынке, он был обоснован, потому что, учитывая, что мы не были заранее уведомлены о том, что будет введено такое ограничение, значит, ряд поставщиков, соответственно, приобрели и оплатили топливо не у компании «Роснефть», и порядка 4000 тонн нефтепродуктов на данный момент не может быть ввезено в Республику Абхазию. То есть практически оплаченные нефтепродукты, которые уже частично находятся на границе непосредственно в Российской Федерации, и, соответственно, те, которые еще не задекларированы, но уже могут быть ввезены в январе, пока еще не имеют возможность пересечь границу. Для того, чтобы урегулировать данный вопрос, есть соответствующее обращение абхазской стороны в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации. Также данный вопрос прорабатывается в данное время с Федеральной таможенной службой Российской Федерации. И, соответственно, данный вопрос, конечно, будет решен. Необходимо просто урегулировать все организационные вопросы. Также мы сейчас с поставщиками ведем переговоры относительно того, чтобы обеспечить необходимые условия для того, чтобы они могли заключить прямые контракты с ПАО НК «Роснефть». В ходе заседания министры подвели итоги года. По словам вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, даже несмотря на внушительный дефицит, бюджет Абхазии в этом году справился практически со всеми обязательствами. Поручение премьер-министра, бюджетное задание – это база. От базы мы, как всегда, растем в рост. 20-30% – это хороший показатель. Чтобы мы не могли даже подумать о том, чтобы надо нам занимать средства для погашения дефицита. Тогда справимся. Более того, дефицит бюджета в этом году у нас всего по республиканскому уровню 735 миллионов рублей. А 2023 год – 1 800 000 000. Ну, если мы справились с такими задачами, да, ну, полагаю, что, наверное, на следующий год, если новых дополнительных не будет расходов, то тоже справимся. И даже долги за лечение за пределами Абхазии были выплачены, как рассказал глава Минздрава Эдуард Будба. Однако есть тенденции, которые в сфере здравоохранения его беспокоят. Это, в частности, рост заболеваемости коклюшем. Будба связывает это с массовым отказом от прививок. В прошлом году было 5 детишек по коклюшу, сейчас более 600. Вот я вам говорил, что мы переводили не так давно, несколько дней назад, малыша. Очень сложная ситуация, люди не прививаются. Не хотят прививаться. Хотел бы объяснить, да, что прививки, они спасают жизнь. Поэтому сейчас в отделении инфекционной больницы полные боксы детишек маленького такого возраста, которые находятся на лечении с коклюшем. Также идет корь, поэтому все прививки, о которых говорит Министерство здравоохранения, надо прививать по календарю. Я уже обращался о том, что это не обязательно поголовно. Есть медицинские отводы. Надо прийти к врачам, врач осмотрит и даст назначение, рекомендации. Поэтому ситуация сегодня очень тревожная в этом направлении по коклюшу. Сегодня буквально мы проводили совещание, чтобы в массе донести информационно более разъяснительную работу. Если кто-то не видел, мы можем показать видео, как 2-недельный малыш закашливается до черноты. Это зрелище вообще не для слабонервных. Мы долгие годы в медицине, нас это даже впечатляет. Поэтому я считаю, что эти моменты с прививками, с тем, чтобы обезопасить наших детей, надо все это дело соблюдать. И в этом направлении мы будем еще более освещать работу, наверное, и на центральных телевидениях, и в социальных сетях.
Мы будем снимать специальный ролик, если нужно, покажем дополнительно, как вообще, в каких сложных условиях находятся и врачи. Рассказали о своих успехах главы таможенного комитета и Министерства по налогам и сборам, где реальные показатели превысили плановые, и министр туризма. И на этой положительной ноте завершилось последнее в 2023 году заседание Кабинета министров Абхазии. Марьяна Котова, Абаза ТВ.